В башкирской столице заработали переправы, так что и речники, и садоводы открывают сезон. Также по городу курсируют общественные маршруты и готовится еще один прогулочный. Подробности в материале Анастасии Чебаевой. Река чистая, топляков нет, льда нет, и поэтому можно спокойно уже работать. Обычно в это время еще только ледоход идет. В родной стихии речники в этом году влились почти на 2 недели раньше обычного. Глаза соскучились по водной глади, а руки по штурвалу. С их основными пассажирами, говорит капитан судна Эльдар Закариев, у них много общего. Садоводов тянет в сад, как речников на речку, на флот. К выходу на воду готовятся всю зиму. Ремонтируют, приводят в порядок судно, чтобы во время сезона не подвело. Простой не простят. Тут у нас бабушки умеют, номера телефона знают все. Они начинают звонить, вплоть до президента дойдут. Так что они люди серьезные. Бабушки, говорит капитан судна, пассажиры особые. Команду знают в лицо, замечают даже, когда паром меняют на другой. Вроде бы идентичны прежнему, но из-за возраста и внимания нужно особое. Оказывать помощь приходилось не раз. Сердце. Кого-то там пчела укусила, там, или оса укусила. Вот бывали такие случаи, вот так вот. Пришли, раз и упал. Кассиры всех обязали отучиться минимум знать оказание первой медицинской помощи. У нас вот был случай у нас на трамплине, там от торгового центра Башкирии вниз. Вот там было. Там скорая не смогла подъехать, да, вниз туда спуститься. И вот пришлось даже этих на одеяло, там погрузили, на одеяло потом поднимают. Они могут не только первую помощь оказать, но и дать отпор пиратам. В рубке соответствующая инструкция. Здесь у многих за плечами богатый опыт. Кто-то бороздил моря, кто-то спускался глубже. Вячеслав Черепанов сейчас капитан-механик, а до выхода на пенсию его рабочей формой был водолазный костюм. У дома сидеть не привыкший, река зовет, тянет. Все равно пришел сюда, вот устроился в службу речных переправ. Я вообще с детства вырос на реке. У меня династия вся, и оба деда, и отец, и мать. Из нас каждый, кто работает на реке, каждый ждет. Скорее бы весна, скорее бы весна. И в этом году она наступила для них раньше. В Уфе заработали 7 паромных переправ. 2 на доке, пассажирская и грузовая, в Сипайлово, на Трамплине, в Дудкино, в Казарезе и Чесноковке. Также ходит общественный маршрут от Сипайлова до Зеленого мыса, который делает остановки. Из-за разлившейся реки причалов пока не видно. Вот, например, за моей спиной сейчас находится синий настил, который едва заметен из-под реки. Это остановочный павильон. Конечно, пассажиров туда не высадишь, так что пока судно причаливает туда, куда позволяет вода. Из-за половодья суда службы речных переправ работают и на затопленных территориях. Уже организована перевозка жителей по маршруту Казарез-Нижегородка. Цены на 7 переправах остались прошлогодние. Для льготников и детей у нас установлен льготный тариф. Для всех остальных пассажиров основной 30 рублей с человека за наличную форму оплаты, 25 безналичная. И для льготников 20 рублей наличная форма оплаты, 15 рублей безналичная. При безналичной оплате используются транспортные карты «Алга», банковские карты. Служба речных переправ планирует запустить новый маршрут. Это часовые прогулки на теплоходах от монумента Дружбы. Судно примет первых пассажиров, как только «Белое» сойдет с причала. Анастасия Чебаева, Булат Садриев, Родион Матвеев. Новости Уфа.